На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре вторник, 27 декабря. 3 города Чувашии стали победителями во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Церемония награждения прошла в Москве. Теперь общественные пространства Новочебоксарска, Алатыря и Шумерли будут благоустроены при федеральной поддержке. Так, в городе Спутники преобразится Ельниковская роща. Проект стоимостью 106 миллионов рублей включает в себя развитие территории площадью 20 гектаров в юго-западной части парка. В Шумерле будет обновлена центральная часть города. Парк 50-летия пионерской организации за 90 миллионов рублей. А в Алатыре благоустроят историческую часть в границах улиц Горшенина, Ленина и площади Революции. Стоимость этого проекта более 80 миллионов. Юный корреспондент хочет знать. Под таким названием прошла встреча молодых журналистов чувашской детской газеты «Танташ» и регионального министра сельского хозяйства Сергея Артамонова. Любопытство юным корреспондентам из нескольких районов республики не занимать. Ребята не упустили возможности из первых уст узнать о положении дел в сельском хозяйстве региона. Поинтересовались также, в чем секрет хорошего урожая зерновых в этом году. После серьезных вопросов последовали более личные. Например, каким ребенком был министр и когда в нем зародилась любовь к сельскому хозяйству. Сергей Артамонов признался, что даже разволновался, отвечая на вопросы сразу 20 юных журналистов. Я к этой встрече готовилась, поскольку вопросы, которые я задавала министру, были для меня очень важны. И через эти вопросы я хотела узнать немного о том, какой у нас министр на самом деле, какой он человек, ведь очень хотелось узнать его личность. И у меня сегодня это немножко получилось. До Нового года осталось всего 5 дней. Многие уже поставили дома елки и украсили их. Однако знали ли вы, что наряды хвойных красавиц могут нанести вред экологии? Как этого избежать, сейчас расскажем. Не стоит покупать одноразовые елочные украшения, которые после новогодних праздников отправятся на свалку. Тем более, что игрушки из полистирола, из многокомпонентных материалов, а также стеклянные с напылением не подлежат переработке. Лучший вариант – приобрести качественные фигурки и шары, с которыми вы встретите не один Новый год. А любители мастерить поделки могут сделать игрушки своими руками. Например, из шишек, веток, еловых лап и цветной бумаги. Новый год близко, а это значит, что пора задуматься о праздничном меню. 2023, напомню, год водяного кролика. Считается, что в главную ночь на столе должно стоять большое количество зелени. Не забудьте и о морепродуктах. Бутерброды с маслом и икрой, творожным сыром и красной рыбкой, мимоза, селедка под шубой. Запастись морскими деликатесами к предстоящему празднику и разнообразить новогоднее меню можно в МТВ-центре до 31 декабря включительно. Там представлено около 40 видов рыбы – чавыща, белорыбица, тунец, палтус, нерка. Все они доставлены в Чебоксары прямиком из Камчатки. К слову, здесь есть и красная икра – традиционный деликатес на новогоднем столе. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».